Мы в эфире около 2 часов. Много вопросов, они не перестают поступать. Если позволите, еще 2-3 вопроса озвучу и будем завершать. Очень много спрашивают про абхазский язык и про нашу культуру. Вот один из вопросов. Кристиан Абхазава на электронную почту написал. Считаете ли вы, что вопрос сохранения абхазского языка и культуры должен являться определяющим в политике государства и быть главной целью нашего государства? Абхаз Владимирович, начнете? Ну, давайте, знаете, с чего начнем. Нам надо признать очевидное, наш язык находится в такой группе риска, как мне объясняли ученые, еще несколько шагов, и он окажется на грани исчезновения. Соответственно, отсюда делаем вывод, какие меры надо принять. Соответственно, эти меры должны покрыть, школьное образование, преподавание языка уже вне стен школ, факультативно, и насколько он может быть применен, в документообороте страны, насколько он может быть применен в международных отношениях. Как бы нам ни хотелось, не думаю, что наш язык сегодня в состоянии покрыть сейчас все сферы нашей жизни, хотя бы из-за того, что носители языка, давайте признаем, их недостаточно. Это я говорю сейчас не как пессимист, но поверьте, как оптимист. Надо сперва понять и осознать, что мы идем неверным путем, мы превратили формальность изучения нашего языка в школах, вузах и так далее. Изучение языка при получении гражданства превратилось в формальность, кстати говоря. Поэтому делаем вывод, что методики, которые применяются в школе, устарели, либо они неэффективны. Центры, которые разрабатывают эти методики, либо они не понимают, что требуется на злобу дня. Надо их осовременить, оснастить новыми техническими средствами, если это необходимо. И всему этому придать ту динамику, которая требует время. Мы меняемся с большой скоростью. Наш древний народ живет в очень быстром мире, и мы должны приспособиться. Придадим эту динамику с пониманием того, что мы должны сохранить. Все получится, можно не посыпать голову пеплом, и все будет нормально. Тем более есть положительные достаточно примеры. Я имею в виду самое главное сердцевину методики преподавания. Ну и, конечно, плюс это создать абхазоязычную полноценную среду, надо ее расширять. Это касается телевидения, это касается сетей, то есть всего того, что привлекает внимание детей, молодежи в первую очередь. Ну и вторая часть вопроса касается культуры. Здесь еще есть много вопросов в этой сфере касательно развития культуры и сохранения историко-культурного наследия. Может, Амиранович, добавите? Ну, культура это важная часть развития любого общества. У нас в этом плане, кстати, очень много есть чем гордиться. Только если вот так перечислять, одна Хибла Герзмава чего стоит? Это звезда, которой мы гордимся всей страной мирового уровня. Но и в плане того, что происходит у нас в Абхазии, конечно, мы все говорим, когда о культуре, мы имеем в виду театры, сферу искусства и так далее, но мы должны не забывать, что у нас люди живут в селах. Мы ездим сейчас по селам, и все 5 лет, в принципе, этим занимались, общались по селам. Кстати, на встрече в селе Члоу один сельчанин, взрослый, поднял этот вопрос. Он напомнил советский период, когда в села приезжали люди, и ансамбли выступали, была культурная программа. Я родом из села Дурипш, например, у нас там есть клуб. В советское время это колхоз «Миллионер» был. В этом клубе регулярно проходили культурные мероприятия. У нас была, сейчас тоже есть, но в то время она более популярная была, библиотека, 9 тысяч книг там было. То есть в этом смысле у нас очень большие пробелы. Культурное воспитание нации – это не менее важный вопрос, чем сфера образования, здравоохранения, демография.
Потому как, когда мы говорим о культуре, еще нужно иметь в виду и наши традиции. Не еще, а в первую очередь, нам нужно воспитывать наше поколение на основе нашего кодекса Апсура. Это поведенческая модель, это отношение к жизни, отношение к старшим, отношение к младшим. Конечно, когда глава государства выступает по телевизору и говорит, что мнение совета старейшин для меня ничего не значит, конечно, это прямо противоречит нашим традициям. Это происходит переоценка наших ценностей. Вот все, что происходит негативное в нашем обществе, это как раз результат того, что отсутствует должный уровень культурного воспитания нации. Это очень серьезная тема, на самом деле. Вот у нас в этом смысле есть очень прогрессивные люди, опытные люди. Вот Союз интеллигенции, например, который возглавляет Надар Викторович Чанба, Нукзар Чичикович Логуа и другие. Вот мы часто на эту тему общаемся с ними, и у них прекрасные идеи, которые, к сожалению, не были реализованы за последние годы. Мы обязательно реализуем. И в плане Апсура это наш культурный код на самом деле. Это то, что нас отличает от других народов мира. И вообще на этой прекрасной земле мы живем, у нас есть, я так считаю, я в этом уверен, у нас есть миссия жить именно на основе Апсура, на основе наших традиций, культуры нашей многовековой, которая, подчеркну, она как раз вот это позволяет жить в мультикультурном обществе, где нет противоречий по национальному, по конфессиональному признаку. Наша культура, она универсальна. На самом деле мы недооцениваем тот потенциал, который содержится в нашей культуре. И, кстати, мы в какой-то степени можем выступать как доноры для других народов, потому что сегодня, вы видите, глобальные войны, глобальное переустройство мира идет, и вот та модель, в которой мы существуем, она может быть тоже как некий пример для других народов. Поэтому здесь, в этом направлении, мы этому направлению будем уделять большое внимание. Большое внимание. Спасибо. Я бы еще добавил, Георгий, извини, один злободневный нюанс. Вот в этом вопросе он озвучен. Есть еще нюанс, касающийся объектов культурно-исторического наследия. Именно исторического памятников культуры, и не только культуры, архитектуры и так далее, и так далее. То варварское отношение порой, которое мы наблюдаем сегодня, говорит о том, что наши люди в первую очередь не осознают стоимость, ценность исторического этого наследства, когда могут разрушить какие-то там крепостные стены или снести здания в нашем городе. В нашем городе средний возраст здания старинного это 100-110 лет. То есть заново отстраивался город. Я не говорю сейчас греческий период, там 2,5 лет. То есть мы должны составить наконец-то перечень всех этих объектов. Я уже говорю не про город Сухум, а про Абхазию. Абхазия является одной из жемчужин мирового значения. Хочу напомнить, мне посчастливилось участвовать в некоторых проектах, и хочу напомнить, что до сих пор здесь, на нашей территории, орудуют, я не знаю, это целые направления, целые турфирмы, оказывается, специфические, говорят, специализирующиеся на черных копателях. Они разграбили Цабальскую крепость, то есть это продолжается. Они разграбляют там в Гагрском районе Хашепсинскую крепость. Там извлекаются из земли, уходят в небытие, в какие-то коллекции, объекты мирового значения, ювелирные, оружие какое-то древнее. Почему это не должно быть сохранено и представлено миру как вот предметы из Абхазии? Мы сами не осознаем ценность того, или то место жительства наше, само по себе вся эта сфера неотрывная от культуры, от природы, от крепостей, стен и так далее, да, единый комплекс, единая жемчужина. Понять надо сперва молодежи в первую очередь. Скоро подойдем к той черте, вернее, когда нам самим придется нашу же молодежь знакомить с культурным историческим наследием своей же родины. Это как бы перманентный процесс, но сейчас там просто когда пропасть наметилась.
Просто, во-первых, снижение интереса к этому и непонимание ценности. Спасибо. Спасибо.